Правительство России продолжает кооперироваться с регионами для анализа больших данных. Сегодня дали старт работе Координационного центра при главе Чувашии. Церемония одновременно прошла в Чебоксарах и на ВДНХ. Какие возможности открываются у республики? С подробностями из Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев. На выставке «Россия» работает и Координационный центр правительства страны. Здесь также проводят экскурсии, посетителей знакомят со спецификой работы Кабмина. Здесь каждый может узнать, как федеральные органы власти перенимают стратегические решения. А еще это возможность увидеть государственную службу изнутри и познакомиться с членами российского правительства. Сегодня рабочий день в Координационном центре начался с телемоста. На связи Чувашская республика и Саратовская область. Регионы входят в единую экосистему управления данными. Эту работу курирует вице-премьер Кабмина Дмитрий Чернышенко. Именно скорость принятия решений на основе данных – это та задача, которую нам поставил председатель правительства и которую мы выполняем каждый день. С июня 2022 года наработанная в Координационном центре практика и опыт масштабируются в субъекты. На сегодня присоединилось 19 пилотных регионов, включая ровно половину субъектов ПФО. Хотел поблагодарить Игоря Анатольевича за эту работу. Базой для Координационного центра главы Чувашии стал зал заседаний Дома правительства. К примеру, именно здесь проводятся еженедельные планерки. Олег Николаев подчеркнул, что у республики появятся инструменты для формирования качественной аналитики. Руководитель региона вышел на связь с ВДНХ из Чебоксара. Мы еще рассматриваем Координационный центр как действенный инструментарий ситуационного центра главы Чувашской республики и возможность синхронизировать те сервисы, которые основаны на цифровых технологиях, направленных на людей и на сектора экономики. И, конечно же, уверены, что вот такая работа нам даст очень хороший эффект и позволит оперативно, быстро реагировать, а самое главное, организоваться таким образом, чтобы собрать нужные компетенции в нужное время для реагирования на тот или иной инцидент. Полпред президента России в ПФО отметил, что одна из принципиальных задач координационных центров в регионах – быстрая реакция на инциденты. Сегодня мы принимаем участие в открытии координационных центров Чувашской республики и Саратовской области. Необходимо отметить и такое важное направление деятельности региональных центров, как систематизация опыта разрешения различных сложных ситуаций и вызовов. Результатами этой работы становится выработка и обмен лучшими практиками с другими регионами и федеральным центром. В этом году в республике утвердили концепцию управления данными. Продолжается автоматизация процессов, их передачи и обработки. На постоянном контроле правительства Чувашии, социально-экономическое развитие региона, показатели деятельности системообразующих предприятий, работа жилищно-коммунального комплекса. Мы уже сейчас успешно используем систему аналитической отчетности. Это один из ключевых инструментов работы регионального коордцентра. В ней происходит и обработка, анализ, и визуализация данных. При этом понимаем, что одним из приоритетов направлений является развитие и техническая инфраструктура управления данными, и организационная инфраструктура. Республика получает доступ к информационным ресурсам и передовым технологиям. И это принципиально новый формат взаимодействия с федеральным центром. Качество принятия решений, предиктивная аналитика, новые подходы в управлении регионом на основе данных, они позволят принимать именно те решения, которые необходимы в моменте для обеспечения нужд и потребностей граждан республики. Ну, допустим, это быстрая аналитика аварийных ситуаций и поиска решений. Это аналитика по индексу промышленного производства других регионов. Это размещение туристов в гостиницах. Это аналитика по транспорту. И на основе этих данных команда главы принимает грамотные решения. Аналитика больших данных должна отразиться на развитии экономики регионов. Об этом вице-премьер правительства рассказал журналистам на пресс-подходе. И принимать сложные управленческие решения невозможно, не опираясь на объективную информацию. Данные должны быть объективными, автоматически создаваемыми, подтвержденными, репрезентативными и базироваться на обратной связи от наших граждан, о чем нам все время говорит наш президент. Растет занятость,
растет благосостояние наших людей. Но это самое главное, для чего нужны инструменты, для того, чтобы выполнять поручения президента, выполнять национальные цели развития. В итоге опыт пилотных регионов используют для создания целой сети координационных центров по всей стране. Дмитрий Ковалев, Анна Центовская, Павел Редков и Юрий Марков. Национальное телевидение Чувашии.